Теплоотдача данных пеллетов порядка 0,7 от угля, от каменного угля. Это первое. Второе. При сгорании отходов практически ноль. И третье, это все-таки стопроцентный натуральный биопродукт. О плюсах биотоплива говорят уже не первый год. Да и процесс производства уже отработан. На этом заводе установлены новые сушилки, гранулятор. Чуть меньше, чем за час опилки превращаются в гранулы. Топить ими можно не только дома и бани, но и большие производственные помещения. Трудится здесь 30 человек. Готовы работать и круглосуточно, но нет спроса. Зима ушла, ушел и потребитель. На экономичный режим здесь перешли еще 2 месяца назад. Мощность нашего завода за сутки 24-25 тонн. Мы должны производить пеллеты, если в полном объеме будем работать. Мы зимой так и работали, а летний период, сколько с бытом проблема, мы производим мало. Одна смена работает, 7-8 тонн производим в день. Такие небольшие заводы от банкротства может спасти региональный проект развития биоэнергетики. Запустили его 5 лет назад. Переводят старые кочегарки с мазута и угля на экологичное биотопливо. Налицо двойная выгода. И отходы утилизируют, и затраты на топливо снижают. Только в Сыктывдинском районе по новой схеме работают уже 9 котельных. Была проведена Сыктывдинской тепловой компанией модернизация. И теперь они на брикетах и пеллетах. В части какой-то экономии пока говорить еще рано, потому как достаточно короткое время еще прошло. Поэтому, я так думаю, где-то может быть предварительная картина год-полтора. По всей республике больше полусотни котельных перевели на биотопливо. А к 2021 году и вовсе должны получить почти стопроцентный показатель. Производители пеллетов и брикетов поставлять такие объемы на рынок готовы. Так что мерзнуть жителям Коми точно не придется. Анастасия Тюрина, Виктория Палкина, Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.